и терзать ее изнутри. В Тель-Авиве открыт «исламский» в кавычках университет. Это не значит, что они там преподают исламские науки для мусульман. На самом деле этот университет основал Моссад в 1956 году. То есть почти... Больше 50 лет, почти 70. Представь, какова функция этого университета. Она принимает туда молодежь только лишь из числа иудеев. Обучает их религии ислам и наукам шариата, и методологиям обучения. И всем предметам, давая студенту все, что ему необходимо знать об исламе, только учат они их сквозь призму сионистской пропаганды. Также они изучают арабский язык, читают Коран, сборник Бухари, Муслима и фикх. Затем их посылают в арабские страны, Как мусульман. как шейха и призывающего. Даже так. Умме сегодня необходимо знать, вокруг кого стоит сплотиться. Пусть не обольщают тебя чьи-либо знания и регалии, слова и лозунги, или то, что такие в качестве довода приводят Коран и Сунну. Мы обязаны покопаться и выяснить, кто они такие и откуда взялись. Мы не должны довольствоваться только лишь тем, что такой-то оттуда, такого-то зовут так-то. Ведь этот университет уже более 50 лет выпускает своих шейхов и призывающих к исламу, а по сути они бьют по исламу изнутри. И то, что сегодня мы наблюдаем из искажений, это как раз плод деятельности этих группировок. Это не ново. Ведь еще в Медине лицемеры, действуя под исламскими лозунгами, разрушали умму изнутри. Поэтому исламскому руководству необходимо знать этих деятелей, выясняя их происхождение, идеологию и практику. Сейчас много правителей, которыми обольстились, а мы и понятия не имеем, кто они есть. Откуда они пришли? У одного иудейские корни, у другого родство с ними. Мы не знаем, кто они и откуда прибыли. Умма следует за ними, поощряя, восхваляя и возвеличивая таких, будто таковой из рода пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из Бану Хашим. Это очень опасно, и мы должны поразмыслить над этим. Пример битва Ухуд.